Тут очень многие говорят про сериал «Слово пацана». Я лично не смотрела, но когда мне вкратце рассказали о содержании сериала, что события происходят в 80-е годы в криминальном городе в Казани, я еще больше раздумала вот все это пересматривать. Спросите, почему? Да, к сожалению, Казань, знаете, оставил очень плохой след в нашей семье тоже. И как раз вот в те 80-е годы, когда старший второй брат, а моей семье все старше меня, он учился в Ленинском университете. Он возвращался в Казань на ночном поезде и был избит вот такими хулиганами, извергами, что после чего он остался живым, но лежал в больнице 3 месяца с сотрясением мозга. После его, знаете, жизнь изменилась полностью. Он стал, знаете, ментально больным и был вынужден вернуться домой к родителям в возрасте 28 лет. Умен и талантлив был от Бога. Он учился в школе на отлично и был победителем конкурсов в СССР. А знаешь ли ты Польшу? И был награжден поездкой в Польшу, а также знаешь ли ты Китай или же Южную Корею, сейчас я уже не помню. И также был награжден поездкой, но по какой-то причине он не ездил. Был он очень начитан, поэтому многое знал, был внешне очень таким красивым, высоким мужчиной. Умер он в возрасте 60 лет. Прожив с родителями, в общем-то, всю свою жизнь, был очень добрым и, в общем, Царствие Небесное рабу Божьему Вячеславу. Вот, казалось бы, в то время, во времена Советского Союза, родители старались занимать своих детей разными кружками, водить в разные школы и так далее и тому подобное. Но все равно дети оказывались не у дел и находили для себя очень недостойное занятие. Сегодня, знаете, тем подросткам 80-х, наверное, лет 60, а то и больше. Вот мне бы вот хотелось бы их спросить, посмотрев в глаза: а вы своих детей так же воспитывали, как вас ваши родители? Хотелось бы вам в лицах ваших детей и внуков увидеть вот убийц или таких, кто искалечил жизнь моего брата. Хотя о чем я? Потому что яблоко от яблони, знаете, далеко не падает. Редко ветром сможет не туда куда-то занести. Вот не случись этот несчастный случай, он, мой брат, возможно, мог бы стать очень нужным и полезным стране, обществу. Хотя, кто нужен нашей стране? Кем дорожит наша страна? Я не знаю и не могу дать ответ. Но очень часто, делая, знаете, падкое дело, мы для кого-то, мы совсем не задумываемся, а каково нам самим оказаться на месте тех, кто страдает из-за нас. Насколько мы дорожим своей и чужой жизнью или вообще жизнью. Ведь только подумать, сначала женщина должна, знаете, забеременеть, а это не всегда получается. Потом, забеременев, нужно выносить этого ребенка целых 9 месяцев, долгих 9 месяцев, а затем долгие ночи, когда родители, а в основном матерь, проводят бессонные ночи. Это же сколько времени, сил, труда, всего потребуется для того, чтобы этого маленького человечка вырасти. И не просто вырасти, а чтобы из него получился действительно человек. А потом вот придет какой-нибудь. У меня все. Знаете, берегите себя и берегите детей. Занимайте время своих детей чем-то очень ценным и полезным, за что они вас будут благодарить позже в своей жизни. Дисциплинируйте своих детей. Давайте им свою любовь. Всегда помните о том, что зло сможет возвратиться спустя 10, 20, а то и через 30-40 лет. Потому что в жизни за все
нужно платить. Поэтому будьте просто добры к себе и к окружающим. Берегите себя и своих. Благодарю за просмотр видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если вы еще не подписались. И не забудьте поставить лайк и распространить это видео. Всем всего доброго. С вами была Эльвира из Америки. Порылык-дене илаштыршызы, шарнызы, осал пашаланда вашмутам шуки и эртеменгат кучаш лугалыш. Тидлан порылык нерген нигунамат и дамонды. Видеом ончумаланда тау, возалтса кишо YouTube каналышкем возалтын огыл. Лайком шындаш и дамонды, али дизлайком. Тиде видеом шарыза, шонамаштам кодыза, шкендам да йоратамдам аралыза. Вескана вашлимеш. Тендандене Эльвира Америка гыч лийын.